200 лет до нашей эры. Таримская впадина и Ферганская долина. Там возникли два царства – Сяоюань и Даюань. Не просто похожие названия, а государства-близнецы. Император династии Хан Уйджи искал союзников против могущественных хунну с севера, и он послал на запад дипломата Чан Цаня с приказом найти и договориться с легендарными Юэча и открыть мир за Великой Китайской стеной. Чан Цань вышел за нефритовые ворота и двинулся на запад. Дорога была трудной и опасной, а впереди его ждал плен у хунну на 10 долгих лет. Его первая весть из оазисов Кашгара. Тогда впервые прозвучала Сяоюань. В истории западного уйгурского края существовало таинственное государство с таким названием. Бан Гэру, историк эпохи Хан, в хронике ХаньШи записал его как Сяоюань, то есть Малый Юань. На самом деле, в период двух династий Хан было государство, более известное, чем Сяоюань. Император Уйджи называл его страной небесных коней, а историк Сыма Цань в хронике Шицзи подробно, используя более 4000 иероглифов, дал описание Даюань, то есть Большой Юань, который мы называем Фергана. Начиная с 329 года до нашей эры, после завоевания Александром Македонским Средней Азии, в Ферганской долине постоянно жили греческие переселенцы. Тогда на древнеиндийском языке пали их называли Явана. Иероглиф «Юань» в китайском названии Фергана «Даюань» является транскрипцией этого слова. Археологические материалы и исторические хроники из Китая и других стран подтверждают, государства Сяоюань и Даюань были связаны не просто случайно из-за общего названия – Большая и Малая Юань. На самом деле между ними существовали глубокие и древние связи в миграции и смешении народов, языковой и культурной общности. Лошади из Фергана шли в Кашгар, нефрит из Кашгара – Фергану. В горах под Кашгаром находят греческие монеты. В Фергане – тахарские печати из Кучара. История Сяоюаня и Даюаня, Кашгара и Фергана – это история не двух стран, одного культурного мира. Эти связи оказались прочнее камня и долговечнее империй. Чан Цань вернулся в Китай через 13 лет. Без войск Юэча, но с главным сокровищем, которое его прославило на тысячелетия. Он, как китайский Колумб, привез карту нового света. Его открытием Америки стал весь западный край. Он открыл для Китая великий шелковый путь на запад. Летописец Сыма Цань, автор исторических записок западного края, так описал Даюань. Даюань лежит к юго-западу от Хунны. Это оседлое государство, обрабатывает землю, сеет рис и пшеницу, имеет виноградники. Вокруг стен текут реки. Вино из винограда хранят десятилетия. Богачи имеют запасы до 300 тонн. Любят вино, а старики умирают, даже не допив своих запасов. В Даюане более 70 больших и малых городов. Население – несколько сотен тысяч человек. Стены городов крепкие и неприступны. В Даюане водятся отличные кони. Они потеют кровью, происходят от небесных жеребцов. Они прячут своих лучших коней, не дают ханским послам их видеть. Сражаются на конях, владеют луком и копьем. Правитель Даюань постоянно живет в городе Эрша. Умеют отливать монеты из серебра и золота. Китайцы считали, что за Великой Китайской стеной живут варвары-кочевники. Оттуда земледелие, виноделие, свои деньги – признаки высокой цивилизации. Именно это описание сделало Даюань для Китая великим, не просто царством, а настоящей цивилизацией, равной Китаю, достойной удивления, изучения и завоевания. А миф о небесных конях, Чанма, стал окончательным мотивом для военных походов императора Уйджи. После доклада Чан Цаня, император Уйджи отправил в Даюань посольство с богатыми дарами и золотые статуи с просьбой продать элитных жеребцов. Даюань отказал, скрыли коней, а по китайской версии убили послов. Это стало поводом для войны. В 104 году до нашей эры китайская армия под командованием Легуанля выступила в поход. Солдаты долго шли через пустыни и горы. К Даюань дошла лишь четверть войска. Армия Даюань легко разгромила китайцев под стенами столицы Эрша. Генерал Легуанля с остатками армии бежал.
Император Уйцзи, разъяренный позором, собрал огромную армию и в 101 году до нашей эры вновь пошел войной на Даюань. Ключевая битва – осада Эрша. Китайцы отрезали столицу от водоснабжения, и после 40 дней осады город капитулировал. Условия мира были унизительны для Даюань. Выдать несколько тысяч элитных лошадей. Принять китайского ставленника на престол. И ежегодно отправлять дань, в том числе виноград и вино. Через несколько лет Фергана свергла китайского ставленника. Китай признал нового царя и пожаловал ему свой титул. С тех пор правитель Даюань получал от китайского императора титул и печать, что означало его подчинение Поднебесной.